годом Тампонской межпоселенческой центральной библиотеки. В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Республике Саха-Якутия это учреждение, выиграв конкурс, получило статус модельной. А 30 января 2020 года состоялось долгожданное открытие двухэтажного здания библиотеки в каменном варианте. В торжественной церемонии принял участие глава республики Айсен Николаев. Читать это круто! Читать это модно! Читайте повсюду! Читайте свободно! Тампонская центральная межпоселенческая библиотека имеет 12 филиалов, расположенных в селах. Охват населения библиотечным обслуживанием составил почти 60% или около 7400 человек. Уверен, что эта библиотека станет не просто тем местом, где люди смогут прийти и взять книги, а это станет центром культурной жизни, духовной жизни Ханги. Это очень важно, потому что Тампонский район – это один из тех районов, на которые мы делаем очень серьезную ставку в развитии в целом республики, всей Восточной Якутии. Модельное учреждение культуры – это учреждение нового формата, соответствующее современным требованиям и запросам пользователей. На создание новой модельной библиотеки из республиканского бюджета были направлены средства в размере 1 300 000 рублей, на которые приобретена техника, мебель, полиграфическая продукция. Я люблю посвящать свое время работе, придумываю новые интересные мероприятия. Мы проводим множество литературно-музыкальных праздников, игр, конкурсов, презентаций и тематических экологических экскурсий на природе. На старом здании библиотеки было очень тесно, негде было проводить мероприятия. И мы очень рады, что сейчас работаем в таком прекрасном здании, которое соответствует всем требованиям. Теперь мероприятия можно проводить в актовом и выставочных залах, которые оборудованы современным техническим оборудованием. Стало удобно работать и, главное, созданы хорошие условия для наших читателей. Проект создания Тампонской модельной межпоселенческой библиотеки направлен на внедрение в деятельность учреждения качественной технологической, информационной, досуговой инфраструктуры и создание на базе библиотеки смарт-лаборатории. Важнейшей составляющей нашей деятельности является развитие электронных ресурсов, сайта библиотеки, электронной библиотеки, видеоконтента. Мы сохраняем в цифровом формате историю нашего района. В период ограничительных мер мы активно работаем в социальных сетях в онлайн-режиме. Реализованы такие проекты, как «Читать не вредно, вредно не читать», который стал победителем республиканского конкурса цифровых проектов. Проведен республиканский конкурс «Саилык Хатун» для женщин села. Проводятся различные читательские марафоны, акции, челленджи и другие интересные мероприятия. В период спада пандемии в библиотеке мы успели реализовать проект «Район, в котором я живу», посвященный 90-летию Тампонского района, в рамках которого прошли историко-просветительские выставки каждого муниципального образования Тампонского района. Мы работаем активно по проекту «Мир равных возможностей» для людей-инвалидов. Для детей реализован проект «Лето с книгой». Работает проект «Мобильная грамотность» для старшего поколения. Коллектив у нас творческий, активный, нацелен на дальнейшее развитие. Мы будем развивать наши услуги и делать все, чтобы библиотека была информационным, культурным центром нашего поселка. Большую поддержку в реализации идей оказала администрация Тампонского района, которая выделила на открытие библиотеки около 1 миллиона рублей на оснащение и 800 000 на обновление книжного фонда. Не остались в стороне и поселковая администрация, учреждения и предприниматели поселка. Команда под руководством директора Елены Гаврилевны Колодезниковой работала организованно, слаженно, четко и ответственно. За короткий срок были созданы комфортные зоны для чтения, отдыха, занятий.
Для освоения новых технологий и приобретения практических навыков проводится обучение сотрудников. В ходе работы особое внимание было уделено созданию смарт-модулей. В IT-парке модуль 3D и VR, LART-конструирование, компьютерное моделирование на 3D-сканере, распечатка на 3D-принтере, моделирование на 3D-ручках. Приобретены LART-конструкторы. VR-очки позволяют получать информацию в режиме дополненной реальности. Также в IT-парке установлены 21 моноблок для пользователей и 4 персональных компьютера. Тут новый мультик мы вот будем смотреть. Вон там, тут много книг появилось. Красиво, тут в игровой все поменяли. Песок остался, классный тоже. Я люблю читать книги про животных, морских животных и про вещи. Но я так-то читать не умею, я просто смотрю картинки. Я хожу в подготовительную группу, мне 6 лет. Я люблю смотреть книжки. Я люблю осень и играть в песочек. Я сюда прихожу с братьями и сестрами. Во время летних каникул здесь работают и осваивают новые навыки старшеклассники и студенты. На момент, когда я приехал, библиотека вот только построилась. Здесь завезли новое оборудование, новые компьютеры, в том числе и 3D-принтер и 3D-сканер. Нужно было провести полную работу. Во-первых, надо было построить сайт, надо было настроить 3D-сканер, 3D-принтер, установить программное обеспечение. Вот. Я в основном вот этим занимался. Сейчас у меня работа в основном привлекать тоже молодежь и работать с ними. Летнее трудоустройство молодежи – давняя традиция Тампонской библиотеки, которую инициировала директор библиотеки и председатель Хандекского совета депутатов Елена Колодезникова. Детская библиотека – это мое любимое место. Мы сюда часто приходим с подругой почитать комиксы по ролям. Иногда я беру книги по литературе для урока. Тут очень приятная обстановка, тепло и светло. В библиотеке имеется доступ к скоростному интернету, собственной электронной библиотеке на сайте, к электронному ресурсу Литрес. Здесь же проводятся дистанционные занятия и онлайн-конференции, прямые эфиры. Здесь ведется консультация по поиску юридических документов по информационно-правовой системе. У нас установлен консультант плюс, и у нас есть возможность обращаться к юристам за бесплатной помощью. За последние годы повысилось обращение населения к порталу госуслуг и Е-Якутия. Сотрудники библиотеки оказывают помощь в регистрации личного кабинета, в оформлении заявлений, сканировании и загрузке документов. В нашем отделе мы также оказываем полиграфические услуги. Это набор текста по заказу на русском и якутском языках, сканирование, ксерокопирование документов, распечатка с электронного носителя, оцифровка видеокассет и другие. В выставочном зале установлены интерактивный стол и доска. Аудио, видео, электронные документы доступны в интерактивном режиме и способствуют восприятию материала, повышают качество мероприятий. Здесь проходят различные выставки на самые разные темы. На первом этаже находится детская библиотека, самое излюбленное место юных читателей. Здесь все создано для того, чтобы дети приходили не только за книгой, но и просто интересно провести свое время. Библиотека является центром чтения и полезного досуга для детей и их родителей. Мы работаем со всеми категориями – дошкольниками, учащимися и с детьми ограниченными возможностями. Создаем все условия, чтобы им было комфортно и интересно. Используем современное оборудование. Особой популярностью пользуются кинозал и игровая детская зона. Проводим различные мастер-классы, акции, квесты, интеллектуальные игры и другие мероприятия. Для детей появилась возможность провести свое свободное время в кругу друзей,
за настольными играми. На сегодняшний день у нас зарегистрировано более 1000 человек, которые регулярно посещают нашу библиотеку. В день у нас посещение от 40 до 50 человек. Среди юных читателей есть дети, которые приходят сюда каждый день. Кто-то в тишине занимается дополнительными учебными занятиями, кто-то спешит именно на познавательные мероприятия, а кто-то целенаправленно за очередной книгой. В библиотеку я могу ходить раза 20, так как я постоянный читатель. За один вечер я могу, в принципе, прочитать 2 книги, наподобие таких. В последнее время я очень часто начинаю читать фантастику и ужастики. И еще очень сильно люблю приключения. Несмотря на лето, ходите в библиотеку, можно здесь прочесть любую книгу, можно найти какой-нибудь комикс и потом читать его несколько раз. А еще здесь есть парк. В актовом зале своя атмосфера. Это домашний кинотеатр и творческая музыкальная студия. Благодаря приобретенному оснащению, микрофонам, гитаре, синтезатору, колонкам не только улучшилось качество мероприятий, но и расширились возможности для развития творческих талантов. На минуту замечтаюсь, не летаю, но пытаюсь, упаду и поднимаюсь, все в порядке, оклемаюсь, не дождетесь, не заплачу, и если что, любой получит сдачу. Я в этом фильме главный актер, я сценарист в нем, я режиссер. Ла-ла-лай-ла-лай-ла, ла-ла-ла-ла-лай-ла. La 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 la. То, что все гуляют, ходят, играют игрушками. А еще тут интересно играть всеми в команде в игре, например, в футбол, как вот тут, или тут в хоккей. А еще там, где некоторые в футбол играют. Вот что тут всего больше веселей. Открытие здания новой библиотеки пришелся на трудный 2020 год. Но даже в условиях пандемии это учреждение культуры нового формата не только выстояло, но и вышло на новый уровень. Об этом свидетельствует перевалившая за 3500 инстаграм-подписчиков. Вот такая она, современная и востребованная библиотека.